Проехать по знаменитому Колымскому тракту, знаменитой дороге смерти, и не пересечь Великую Северную реку просто невозможно. Мост через Колыму – единственный путь на Магадан летом. Это уже не те развалившиеся мостики, через которые нам приходилось перебираться ранее. Это современное, мощное сооружение. Но и здесь по-прежнему кто-то не хочет уступить дороге. Кто-то, как и раньше, считает Колымский тракт своей вотчиной. Благо, нам не пришлось столкнуться с беспределом на дороге, хотя мы много слышали о подобном. 13 джипов вряд ли кто-нибудь рискнул бы остановить. И вот всеми правдами и неправдами, но мы уже практически у цели. Однако все наше путешествие было бы неполным, если не сказать постным, без спортивной его части. Все запланированные соревнования были проведены, но осталось последнее – автомобильный этап в Золотом карьере недалеко от Магадана. К слову сказать, в Магадане джиперское движение развито довольно сильно. Морской путь и льготная растаможка автомобилей позволяют каждому второму жителю Магадана иметь джип, да еще и с соответствующей обвеской. Именно поэтому неподалеку от города оборудован специальный полигон, который мы, в свою очередь, из-за отсутствия такого у нас в Якутске, назвали «Золотой карьер». Здесь джиперы Магадана и Магаданской области с регулярной постоянностью проводят различные триалы. Как оказалось, наша техника тоже неплохо справляется с их подъемами, спусками и ямами. Однако и на старуху бывает проруха. Владивостокский Nissan Safari все же пришлось вытаскивать из коварного месива. Но это больше говорит о плюсах полигона, чем о минусах внедорожника. Собственно говоря, мы имели полное законное право на свою порцию адреналина, и мы ее получили. Последний этап под названием «Золото Колымы» завершил соревнование Шинтоп Трофи 2005 «Колыма. Чудная планета». Первое место по результатам всех прошедших этапов заняла якутская команда. Все, теперь осталось помыть свои машины и в город. Там наши экипажи уже ждали представители местной власти и средства массовой информации. Но прежде чем победоносно войти в Магадан, до которого мы добирались аж 17 суток, мы не могли не посетить мемориал жертвам политических репрессий сталинской эпохи, который возвышается на самом въезде в город. Это конец Колымского тракта, но не конец истории. Первый памятник в цепочке, в треугольнике страданий, так называемых, в наиболее болевых точках лагерной системы, то есть Магадан, Екатеринбург и Воркута, был поставлен в Магадане. Много безвинных людей пострадало, и поэтому монумент представляет собой символическую маску символического заключенного. Маска скорби – это целый мемориальный комплекс, поэтому центральная скульптура здесь не единственная. У ее подножия располагаются камни, на которых выбиты названия самых страшных концлагерей. То есть Днепровский, на который мы наезжали, он в списке здесь есть или нет, но это тоже один из страшных лагерей. Самый известный — это, пожалуй, Бутугичак. Там отсидело много народу, в том числе, по-моему, Королев там полгода пробыл. Мальдяк. Королев на Мальдяке сидел. На Бутугичаге кто-то из наших знаменитых писателей сидел. Уже не помню деталей. Соответственно, следующая схема — это вот камни, на которых символы религии изображены. Очень часто случается так, что краской замазывают символ иудаизма. С 32 по 56 год 20-го столетия через колымские концлагеря прошли 1,5 миллиона человек. 1 миллион через смертельную махину Дальстроя. 180 тысяч сложили свои головы на строительстве Колымской дороги и на добыче золота. 11 тысяч заключенных расстреляли. И это при том, что сейчас население всей Магаданской области не превышает 180 тысяч жителей. Маска скорби – это самый большой памятник на Колымской трассе. На трассе, которая, по сути дела, сама является памятником. Памятником длиной в 2000 километров.
17 дней потребовалось путешественникам из Владивостока, Хабаровска, Находки, Якутска и Южно-Сахалинска, чтобы пройти от начала до конца легендарный Колымский тракт. И теперь Toyota Land Cruiser, Nissan Safari, Datsun, якутские Нива и ГАЗ-69, а также знаменитая Toyota Duna, она же техничка, выстроились на главной площади города Магадана. Дорогие участники экспедиции Шинтоп Трофи, мне очень радостно объявить то, что цель нашей экспедиции, прохождение маршрута Владивосток-Магадан, достигнута. Все задачи, которые перед нами стояли на пути, мы выполнили. Поздравляю вас с достижением конечной точки маршрута. Но поскольку организаторами этого глобального мероприятия выступил Владивостокский внедорожный клуб «Шатун», то не мог президент клуба Александр Халянов не выразить знак уважения тем, у кого сейчас мы находились в гостях. У нас есть приветственный адрес от мэра города Владивостока, мэру города Магадан. Владимир Петрович, разрешите поприветствовать вас от имени Приморского края города Владивосток. Спасибо большое. Я загляну, если разрешите. Что, уважаемые друзья, мы рады приветствовать вас в нашем городе, в Магадане. Поздравляю вас с успешным завершением маршрута и желаю вам новых успехов. Поздравляю! Вот вроде бы и все. Доехали, передали приветственный адрес, так сказать, отметились. Мы были в Магадане. Но ни журналисты, ни те, кто в это время были на площади, не собирались нас отпускать. Хотя мы так много говорили о том, что Колымская трасса постепенно превращается в своеобразный туристический маршрут, и все чаще в сторону Магадана отправляется та или иная экспедиция или туристическая группа, такого количества экипажей и на такой технике магаданцам видеть приходилось нечасто. Видимо, поэтому журналисты терзали вопросами участников, а жители города не без интереса разглядывали нашу достаточно разношерстную технику. Однако все когда-то заканчивается. Но у нас еще осталось одно важное дело. 4 участникам нашего путешествия сегодня предстояло вступить в ряды шатунов и стать полноправными членами их клуба. В одной частной маленькой гостинице им предстояло исполнить 3 главных правила клуба: перекатить через свое тело колесо Bighorn Maxxis 35 дюймов, поцеловать знамя, ну и как без этого, выпить за здравие членов клуба почетные боевые 100 грамм.